Күн шарфеңіз қайырлы olsun. Бүгін сентябрьнің 19-ы ве Қырым işğalının 935 күні. Эфирде заман. Қырым татарлар işğal етілген Қырымда Русия Devlet Думасына кешірілген сайлауларны бойкот еттілер. Оларның сайлауларда иштирагы 2014 сенесінде кешірілген канунсыз референдумдaki кебе азлықны тешкил етті. Бахчисарай районында сайлаулар мерkezlerine әлінің 10% келді. Я знаю, что мы не ходили на выборы. Были, конечно, отдельные люди, которые на самом деле поддерживают Российскую Федерацию, но их не больше 1%. И может быть 1-2% это те бюджетники, служащие, которые продолжают работать в разных структурах и зависят от заработной платы. Было очень большое давление на эту категорию людей, и я допускаю, что какая-то часть из них пришла. Но в общей сложности, я думаю, что крымские татары проголосовали не больше 2-3%. Сам факт проведения этих выборов на оккупированной территории, на аннексированной территории и на непризнанной всем миром территории означает, что выборы могут быть признаны нелегитимными. И Государственная Дума Российской Федерации может оказаться нелегитимной. Я думаю, что первый не признать результаты этих выборов должна Украина. Кефе сакинлерінің білдіргеніне көре сайлауларда иштирак этмеге истегенлерінің сайысы пек аз еді. Явка очень минимальна, насколько город Феодосия такая пророссийская считалась в отношении других регионов, там Киев, Феодосия. Но люди, я думаю, что поняли, что они даже игнорировали эти выборы. Вы знаете, да, пенсионеры были в основном, приходили, но малое количество. Молодежи практически-то и не было. В основном люди пожилого возраста приходили. И чаще не принимали в выборах Феодосию не только крымские татары, и русские, и украинцы, и другие национальности. Один из источников избирательной комиссии на 7 часов вечера он сказал, что по Феодосию еле-еле натянули на 30%. Қырым татарлары işğalчы акиметі тарафындан yapılған басқаларына бақмадан сайлауларны көрмемезлікке ұрғанлар. Бұл күнлерде evde отырып олар ашчылық флешмобны тешкил еткенлер. Это акция у нас меджлис крымско-татарского народа. Бойкотируем выборы, а взамен что-то нас предложили. И нам предложили в этот день сидеть, заниматься семьей, печь, всякие вкуснятинки, быть дома. Ресми мәліматларға көре Қырымда сайлауларда ярым ада сакинлерінің 42% иштирак еткен. Сайлаушыларның ең фаал иштирагы Жанкой, Ахмечет ве Ақшейх районларында олғаны қайдетілген. Ең алчақ көстергічлер Ахмезджет ве Ялтада. Анда елінің 3/1 рейберді. Умуменісе Русия Devlet Думасына өткерілген сайлауларда рейберувлер ең алчақ севейді кечті. Русияның ең фаал сайлаушылары Кемерово, Тюмень вилаятлерінде ве Чеченистанда қайдетілді. Экзитполның мәліматына көре Devlet Думасында Единая Россия фырқасы бірінші ерні тұта. Рейлері 70%-дан зиядедір. Кичув сынырны ЛДПР, КПРФ ве Справедливая Россия фырқалары қазанды. Единая Россия фырқасының сайлаулардан алдын штабы Путин ғалебені Эвелден қайдетті. Для Единой России, конечно, важен результат, так же, как и для любой партии. Результат хороший. И вы знаете, о чем я подумал? Ведь мы знаем, что людям живется непросто. Проблем много, и нерешенных вопросов много. И тем не менее, результат вот такой, какой он есть. Үкімран фырқалары сайлауларда yüksek нәтижелерні насыл қазанғанларыны мұстақил көзетіжелер қайдетті. Вот людей нету, а бюллетень есть. Только так закидывают без остановки. Уже минут 10.
Киевдeki Rusия elçixanasında Devlet Dumасы salavlары keçirildi. Binаны Milli Gvardiya askерlері ve politsiya nezaret ettiler. Salavlarda провокацияларда yüz berdi. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz. Аяқ түбінде Русия байрағы елерінде плакатлар более етіп Русия Devlet Dumасы салавларға қаршылық білдірелер. Тот, кто желает проходить на эти выборы, пускай пройдет по российскому флагу. Наверное, лучше всего, чтобы он развернулся и пошел обратно после этого. Если он такой гражданин России, он таким себя гражданином России считает. Пусть, может быть, у него что-то в голове сработает, так я думаю. Не означает топтание флага, что я топтаю российский народ. Я против путинской России. Я не согласен с Путиным, который забрал мою батькивщину и оставили меня обездоленным. Юзден зияде милиция гвардия аскерлері Русия elçixanasының қарап алдылар. Тәртіпні милли полиция теменеті. Русия гражданлары ise салявларға азырланған махсус бір сынырдан кечелер. Башта Русия паспортының көстерелер, оларға қапыларны ондан сон açalар. Эксерет кімге рей бергенini айтмайлар, салявларда iştirak etmek керек, çünkü оларның бюллетенini başka insanların қолана білeceклерінден eminler. Оларның seslеріні 2,5 yıl evvelsi Қырымдаки uydurып, референдумда olğanı кібі Кенеде saya білeceклерінден şüphelenmeler. Во время аннексии был референдум в Крыму, тогда проголосовала бы там. Не было там никакого референдума, не было там никакого референдума, там ничего не было. Вы не думаете, что также буду читать ваш голос? Думаю, но все равно надо проголосовать, чтобы быть спокойным за себя, что я все равно проголосовала, большего я сделать не могу. Хотим перемен. А вы каких перемен в России хотите? Чтобы не было войны, это главная перемена. Чтобы Россия забрала свои войска с Украины? Наверное, понятно. Что вы это еще там подробности спрашиваете? Салявлар провокациясыз keçmedi. Свобода teşkilatının azaları Salavda iştirak edecek olğanlarının birini köteklep, parmaklarını yıkmağa hareket ettiler ve birisini de yumurta attılar. Onlar arasında dava çıktı. Затримали людину, зараз дізнаємося факти, будемо переглядати відео. Є попередня інформація, що людина вдарила іншу людину. Так що будемо зараз дізнаватися. Людина вдарила іншу людину. От за це вона затримана. Це є порушення закону України. Более провокациялар Путинге были қол тұтқанларына қосмады. А за кого будете голосовать? Я еще не решила. За Путина. Я да. Вот убейте меня тут. Это мое мнение. Мое личное. Я никому не навязываю. А что в Россию не едет? И туда поеду. Эльвина Сидулаева, Асан Эминов, Заман, АТР. Русия Мухалев Парнас фырқасының рейсі Михаил Касьяновнан қайдеткеніне көре, Русия кеметі демократик институтларыны йоқ еткенлері үшін ватандашларының көзінден чықалар. Обычно большинство граждан, 60%, приходило голосовать, а сейчас нет даже большинства граждан, избирателей, которые хотели бы проголосовать. Это вот главный, скажу, результат действия этой власти, этой политики, которая, конечно, приведет страну к разрушению. Яқында Нью-Йоркта ве Нью-Джерси штатында күчлі патлавлар yüz berdi. Манхэттенде патлаған бомбадан 29 инсан яраланды. Бомба теркебінде зарарлы элементлер, яғни подшипниклер бар екен, хакимиет терактны рет етмей. Патлав yüz bergen ері янында патламаған тертибатлар белгіленді. Буру парчаларынан япылған 2 бомба Нью-Джерсиде тапылды. Нью-Йоркта белгіленген да бір бомба, скороварка, джеп телефон ве гирляндадан япылған.
Украина президенті Петр Порошенко Нью-Йоркка ташриф буйырды. Анда президент ООН Ген Ассамблеясында иштирак этежек. Сентябрь 21 күні Украина президенті ООНда депутаттар вақытында чыгышта болуначак. У мигрантларының проблемасы Украина ве Америка Кошма Штатлары арасындагы мунасибетлеринин бекитилмеси ве Русия силасына каршылык хакында сөз көрсөтөжөк. Нью-Йорктагы Американын Украина институтунда Порошенко Украина диаспорасынен көрүштү. Нам потрібна ваша єдність, трансатлантична єдність, одноголосно, європейська єдність, світова єдність і солідарність з Україною. Киевде Курбан байрамы кайдетилди. Тедбирнин максады мусафирлерни урф адетлери ве кырым-татар медениетинин хусусиетлеринен таныштырмактыр. Байрам музыка ве оюнларнен ярыштырылды. Оюнларга арзу эткен эркес кошулды. Кырым-татар ве Киев сакинлерини пиляв ве шурпанен сыйланды. Для меня это семейные праздники. К сожалению, моя семья находится в Крыму, и сегодня моя семья — это все крымские татары города Киева. Это большая возможность увидеть всех снова, пообщаться, услышать какие-либо новые новости, просто увидеть родные лица и окунуться в атмосферу Крыма. Львов сакинлерини исе кырым-татар медениетинен таныштырдылар. Эрсене кечирилген Неширжилер форумында илк сефер кырым-татар китап ве мejmuаларыны көрмек мүмкін oldu. Кырым-татар және шыр этилген тарих ве медени касевет ве балалар үчүн чыккан арманчык мejmuаларыны көстердилер. Бунунен берабер кырым тарихчысы Алексей Воронский «Страна Крым. Очерки о памятниках истории Крымского ханства» адлы яны китабны тақдим етті. Вы где увидите вот такую тему? Формирование крым-татарского народа. Кто напишет об этом, как не сами. И вот надо будет собирать не месяц этот материал, готовить его, год уходит. Эта тематика — это любовь. Здесь все крым-татарские имена, их значение. Вы нигде не найдете, как какое-то сражение проходило, в какой роли и участие приняли там крым-татарская армия или же военачальники. Очень хотим донести до детей, какой прекрасный у нас язык, какая у нас красивая культура, какое у нас было прошлое. К сожалению, наш язык, как вы все знаете, наверное, он занесен в список исчезающих языков. И наша мечта, и наша цель, наверное, самое главное, чтобы наши дети были уже носителями языка. В ней читатель встретится с памятниками истории Крымского ханства. Это ханский дворец, это крепости, мечети в разных уголках Крыма. То есть история Крымского ханства, она продолжает жить в этих сооружениях, она продолжает интересовать тех, кто к ней неравнодушен. И, конечно, мне было бы приятно, чтобы таких неравнодушных людей стало бы больше. Бу бізім соңки хаберімізді невбеттікі заман эфирінде Ескендер Меметов тазе хаберлерінен пайлашачақ. Атайрылы олыңыз, көрішмек үзре.